Dragi prijatelji, začenjamo s slovesnostjo ob odkritju spomenika sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskих тлeh в Первой и Другой световной войне. Уважаемые друзья, начинаем церемонию открытия памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на славянской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Venec Republike Slovenije in venec Ruske federacije bosta skupaj položila predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor in predsednik Ruske federacije gospod Vladimir Vladimirovič Putin. Венки возлагают президент Республики Словения Борут Пахор и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Venca bodo tudi položili župan mestne občine Ljubljane, gospod Zoran Janković in ruski rojaki, ki živijo v Sloveniji. Venki возлагают мэр Ljubljani Zoran Janković и проживающие в Словении российские соотечественники.
Spomenik sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni, je s tem odkrit. Ta spomenik je v zgodovini ruske države prvi skupni spomenik udeležencih dveh vojn. Postavljen je v čast in spomin vsem ruskim in sovjetskim vojakom, ki so padli daleč od svoje domovine. To je simbol spomina na tesno prepletenost vsot narodov Rusije in Slovenije, simbol sprave narodov Evrope, znamenje spoštovanja do zgodovinske resnice, njenih junaških in tragičnih strani. Svetlo spomin tisočem ruskih vojnih ujetnikov iz časov Prve svetovne vojne, ki so zavedno ostali v slovenski zemlji, tisočem sovjetskih vojakov, ki so padli med drugo svetovno vojno, ko so se proti nacifašizmu borili z ramo ob rami slovenskimi partizani v enotah Rdeče armade, tisočem rdeče armejcev, ki so bili izmučeni v nacističnih taboriščih. Njihovemu spominu je posvečen ta spomenik. В нjihovu čast bo Manka Izmajlova zapela pesem Žerjavi. Памятник сынам с России и Советского Союза, погибшим на славянской земле в годы Первой и Второй мировых войн, открыт. Этот монумент, первый в истории российского государства, общий памятник участникам двух мировых войн. Это дань памяти всем российским и советским воинам, сложившим голову вдали от Родины. Это символ памяти о тесном переплетении судеб народов России и Словении, символ примирения народов Европы в знак уважения к бережно хранимой правде истории, ее героическим и трагическим страницам. Светлая память тысячам российских военнопленных времен Первой мировой войны, навсегда оставшихся в славянской земле, тысячам советских солдат и офицеров, погибших в годы Второй мировой войны, сражаясь с фашизмом и нацизмом плечом к плечу со славянскими партизанами и в рядах Красной армии, тысячи красноармейцев, замученных в гитлеровских концлагерях. Их память посвящен этот памятник. В их честь сейчас прозвучит знаменитая песня «Журавли» в исполнении славянской певицы Манцы Измайловой. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они досыпали слюнти дальние, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в пьяных журавлей. С тем je uradna slovesnost zaključena. Na этом официальная церемония окончена. Hvala za. Da sem? Zelo hitro, ampak je bilo pač lepo. Pa da smo se rešili, da smo bili nekako zapletli. Konec. Nie sądzę, bo to najpierw pojazd z drugą próbą. Рукой помахала из машины. Это полицейский, но на другой стороне мне помогает, но